Здравствуйте, с вами проект Якутия Дейли крупным планом. В сегодняшнем выпуске мы говорим об астрологии. Сегодня в гостях Вера Троева, астролог-психолог. Вера, добрый день. Добрый день. Вера, подскажите, пожалуйста, вот сегодня на рынке предсказаний астрологи, нумерологи буквально вытеснили гадалок и ясновидцев. Это какое-то веяние моды или же люди стали больше верить звездам? На самом деле звезды — это практически целая наука. Гадалки — это все-таки неизвестно, да, как это делается. А в астрологии все четко. Вот ты родился в такой день, у тебя определенные звезды, то есть ты там не сидишь и не выдумываешь. Там есть определенная система, как это все высчитывается. Поэтому, наверное, люди больше уходят уже в науку, скажем так, астрологическую. А вот говорят, что у некоторых развивается зависимость от прогнозов астролога, карты Бадзи, влияния звезд. Вот и слышала, что некоторые даже не могут принять самостоятельные решения, да, не посоветовавшись с астрологом. Вот Да. Ваше мнение на этот счет? Есть такие люди, у меня очень много друзей, таких особенно, потому что хорошо же, когда астролог рядом, да, можно всегда позвонить, но я стараюсь, если это не какое-то очень, например, тяжелое решение, как, например, выбрать дату кесарево сечения, да, а просто, ой, а когда мне поехать там, что-то или что-то вот несерьезное, тогда я говорю, давайте как-то уж сами, да, зачем по каждому пустяку обращаться к астрологу, потому что иначе так жизнь можно совсем прожить не самостоятельно. А вот прогнозы же не всегда бывают хорошими. Вы не боитесь говорить людям правду? Астрология чем хороша? Тем, что ты можешь подстелить соломку. Например, следующий месяц плохой или же следующий год плохой. И вместо того, чтобы прожить этот год как попало, да, например, ты видишь, что у человека в следующем году болезни, значит, его нужно предупредить об этом, что он чтобы он лишний раз позаботился о своем желудке, грубо говоря, либо же не ел холодного в такие-то месяцы и не ездил, например, в какие-то путешествия, потому что может быть авария, либо еще что-то. Поэтому астрология этим и хороша. Угу. Предупрежден, значит вооружен. Да. А вот каждый день люди в газетах, в сети, да, смотрят свои гороскопы. А вы сами верите в них? Если гороскоп составлен хорошим астрологом, я в этом не вижу ничего плохого. Естественно, что обычный гороскоп, как, например, гороскоп на Стрельца в этом году, да, что вот все стрельцы рожают. Понятное дело, что все стрельцы в этом году не родят. Но например, гороскоп на месяц для Стрельца. Он будет на самом деле не для Стрельца, а для того человека, у которого асцендент в Стрельце. Поэтому нужно знать, где у тебя асцендент, чтобы этот гороскоп был более или менее хотя бы для тебя подходящим. Вера, а вот вы как специалист отказывали кому-нибудь когда-нибудь считать информацию о нем? Нет. Нет, такого нет. Единственное, что если кто-то не очень корректно ведет себя при записи, да, моя помощница может отказать, а так нет, мы никому еще не отказывали. Многие, да, делают стрижки только в дни денежных стрижек. Неужели и это работает? Я сама делаю всегда. Все мои друзья, ладно, может быть, не все, но, по крайней мере, мои сестры, мои мама, мои друзья, они все стригутся по денежным стрижкам. И более того, у меня очень много отзывов о том, что вот, когда будет следующая стрижка, мой муж ждет, чтобы подстричься. Очень много пишут подписчики. А вот какое у вас образование, где вообще учат астрологии? Именно астрологическое образование у меня самое такое, скажем так, хорошее. Это Лилиан Ту. Это самый лучший мастер, мне кажется, в мире, потому что она очень известная, у нее переведены книги, мне кажется, на все языки мира. У нее училась, у Лилиан Ту. У Реймонда Ло, это тоже очень известный бадзист, фэншуист. И Тони Тан. Это 12 дворцов, это тоже один из самых крупных специалистов именно по 12 дворцам. И западной астрологии тоже я училась у наших московских, у Лилии Любимовой и у Павла Андреева. Вот. Кто чаще всего обращается к вам? Инский металл и инская земля. Это такая шутка, конечно. Обращаются в основном девушки, но очень много мужчин тоже есть. 20%, наверное, у меня мужчины тоже ходят. То есть в основном это девушки периода 20-30 лет, те, кто либо хотят поменять работу, либо же те, кто хотят поскорее выйти замуж. А вот с какими вопросами обращаются? Наверное, вы считаете информацию в новом доме, например, да, покупая квартиры. Вообще, если вы еще не купили квартиру, то лучше ее покупать с мастером по фэншуй, потому что вы можете купить квартиру, ее, конечно, можно будет под вас подстроить, но можно же изначально выбрать идеальную квартиру.
А как подбирается вообще идеальная квартира? Вот очень интересно. Это все зависит от вашего рождения, во-первых, и от местоположения, от того, что там рядом с этим домом и так далее. Там много очень нюансов. А вот если говорить про финансы, услуги хорошего астролога стоят дорого, да, недешево. Почему? Потому что мы очень много вкладываем в обучение. Лично я постоянно учусь. Я постоянно новые. То есть у меня и бадзи, и натальные карты, и 12 дворцов, и бадзи по лунной, и по солнечной школе, и нумерологии я тоже обучаюсь. И это все стоит больших денег, потому что учиться у кого попало, я думаю, что не стоит. Естественно, ты много вкладываешь и не хочешь это продавать задешево. А вот в специализированных магазинах, да, продаются всякие талисманы, браслетики и так далее для привлечения здоровья, удачи, денег. Как от этих предметов вообще может зависеть благосостояние? Это определенные талисманы защиты. Например, я тоже ношу талисманы удачи. У меня, например, даже сейчас вот сережка на мне с моим секретным другом надета для удачи, чтобы эта съемка, например, хорошо прошла. И помимо секретных друзей есть другие талисманы защиты с мантрами. Это тоже все очень сильная защита, сильная удача. Как это все работает, это определенные энергии. Поэтому я считаю, что ими все-таки стоит пользоваться. Не в таких больших количествах, да, как некоторые носят там по 10 браслетов на руке, но по чуть-чуть я всем советую. А вот зависит ли от человека, да, верит ли человек, вот я одела браслет, и я не верю, да, или другая девушка одела тот же браслет, и она верит? На самом деле это не зависит, потому что это работает все независимо от того, то есть это не плацебо какое-то, это не психология, да, это определенные энергетики, поэтому надели браслетик, значит работает, только так. В современном мире очень много специалистов. Вот как на вашем рынке вообще, есть ли какая-нибудь конкуренция? Конкуренция большая, много очень хороших специалистов, и с каждым годом их становится все больше и больше. Но, как учит мастер Лилиан Ту, да, что главное делай свое дело хорошо, и клиентов всегда будет много. И мой западный тоже мастер, да, Лилия Любимова, она тоже. У нас даже есть такое общество астрологов, где мы друг с другом встречаемся, делимся какой-то информацией. То есть я не за конкуренцию, а наоборот за то, чтобы со всеми дружить. Сотрудничать, да. Ага, да. А вот как клиенту выбрать своего астролога? Вот в этом разнообразии, да? Вот заходишь в Инстаграм, смотришь там. Я всегда по энергетике выбираю. То есть я же тоже когда-то ходила к астрологам, да, пока еще сама не стала. Я именно по энергетике смотрела, нравится или не нравится человек. Поэтому вот сразу, вот там Вера Троева, вроде хороший астролог, иди к ней. Так не надо идти. Лучше проверьте, посмотрите, действительно ли вам надо. А вот расскажите немного про карту желаний, да? Скоро Новый год, все будут делать карту желаний. Карта желаний, она действительно работает. Это вот 100%. Я ее делаю с 2011 года, наверное. И там всегда все сбывается. Главное все правильно расставить по своим местам. У меня есть видео на моей страничке, как это делается, то есть как это делаю я сама. Все конкретно, все четко. То есть главное вам не вырезать это все из журнала. Потому что, предположим, вы хотите себе кольцо от Шанель, а вырезали себе кольцо от Булгари, например, и приклеили. Потом ходите и думаете, зачем мне это кольцо от Булгари вообще нужно? Оно, естественно, не сбудется, потому что вы на самом-то деле это кольцо не хотите. Или, например, вы приклеили себе, кто-то мне буквально вчера рассказывал, 2 мужчин в зону любви. А зачем вам 2 мужчин? Вы же потом будете ходить имитации между этими 2 мужчинами. То есть там нужно вот все конкретно и все точно. То есть будете хотеть домик у моря, получите себе домик в Тиксе, например. То есть надо все конкретно хотеть, четко. И где хранить карту желаний, главное? Главное, чтобы ее никто не видел, кроме вас. Ну, ваши домашние, конечно, могут видеть. У меня, например, она висит на юго-восточной зоне, в зоне богатства, в шкафу, за одеждой. Исполняется ли все в течение года или это может... Нет, я делаю всегда карту желаний с учетом на 3 года. То есть в течение 3 лет. Ее можно дополнять. То есть, например, желание сбылось, или вы больше не хотите это желание, вы можете доклеивать сверху туда какую-то другую картинку. Либо же, если она вам полностью не нравится, вы ее просто уничтожаете и делаете новую, и желательно на растущую луну, желательно, чтобы луна была в хорошем положении. То есть следите за анонсами, когда ее делать. Вера, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам. С вами был проект «Крупным планом». До новых встреч!